им свой переводчик, и изначально меня переводила Андрей Попов, у него были замечательные переводы, но когда мы встретились с Андреем Старкуевым, потом были такие ситуации разные, потом он стал моим переводчиком. В общем, он есть, мой переводчик. А вы сами не переводите? Нет. Все-таки русский язык, он... Искажает. Когда мы разговариваем на по-немецки, да, мы передаем свою душу. А когда русский человек переводит, у него тоже свое миропонимание, своя душа и языковые такие моменты он тоже вкладывает в текст. То есть это совершенно другое, и текст получается художественным. Вот, и для меня это важно. Ну, конечно, можно делать подстрочники, оставлять подстрочники. Так, наверное, тоже возможно, и кому-то это нравится, но мне нравится иначе. Керканым тыды асыл еще. Это я каждый день держу телефон, и мне лучше. Керканым тыды асыл еще. Кишматам озьес чашкан коляс. Кухня пырным миям лыщорни. Рак паниш воши шутным лан молюс. Керкалыш оджас тупкиджик однам. Гожам зелен колю вистует. Керка корка волана видна. Черян ноглун мебрща уя. Жалит на Нина, но бердел лолей. Будь-яка вірність кішмана оз'яс, будь-яка вірність гърджашна олам, тъмно ръснуис енов тъм посса, лебачлан вуджар мълчишли сменам, памети стаджи асилиш шуис, армутам олам щорнам вена, выдыш медлолой шомлиса суис. Извините, пожалуйста. Муж, Комин? Он понимает. Он научился. Но иногда не надо, чтобы понимал. Комин вернишуны. Наш разговор сам собою затухнет. Над земляникой неспелой в чашке. Поздно сходиться на утренней кухне, вдаль укатилась жемчужина счастья. Двери сомкнулись за мною одною. Лето дождем проводила и только. Рыбой печаль поплыла за мною, разве что спящей, вернусь ненадолго. Я не жалею, но сердце рыдает, словно могла бы дозреть земляника. Ветер пустое гнездо разбивает, меркнет душа от вороньего крика. Память о брошенном напоминая, тенью крылатой во мраке пропала. Прежнюю жизнь позади оставляю, чтобы душа на рассвете воспряла. Вы знаете,